Как будет развиваться республика в перспективе до 2035 года? В минувший вторник глава Коми и представители экономического блока регионального правительства рассказали об этом депутатам Госсовета. Сложный 2020 год внес коррективы в концепцию долгосрочного развития региона, но поставленные цели должны быть достигнуты. Евгений Стокас заглянул в будущее. Появление новых федеральных программ поддержки, отнесение Инты, Усинска и Усть-Цильмы к арктической зоне и принятие России стратегии развития Арктики. Вот лишь несколько причин для обновления стратегии развития Коми, принятой еще за год до пандемии, в апреле 2019-го. Цели долгосрочного плана не изменились. Это по-прежнему повышение качества жизни населения республики, но добавились новые инструменты. Переработанную программу Президиуму Госсовета лично представил в минувший вторник глава региона. 2019 год – это была одна республика, это была одна экономика. Как в целом в стране 2020 год внес очень серьезные коррективы. Но и мы, отработав вот уже в составе нового правительства четвертый месяц, с 5 февраля, мы понимаем, что есть очень большой объем инструментов федеральных, которые несут за собой и индустриальные новые парки, и экономические зоны. Итак, одна из главных задач – сокращение оттока населения. Согласно инерционному прогнозу в документе образца 2019 года, Коми до 2035-го может потерять больше 140 тысяч человек. Такой исход иначе как катастрофой не назвать. Цель, объявленная главой, создание 10 тысяч технологичных рабочих мест за 5 лет, в рамки стратегии вполне вписывается. Это инструмент удержания в регионе молодежи. За счет развития транспортно-логистического сектора, привлечения инвестиций и создания новых кластеров экономики, плюс наполнение этих кластеров за счет местных специалистов через федеральные программы и развитие нашего образования. Даже в сегодняшних условиях это давно назревший вопрос. Что уж говорить про 2035. Приведу свежий пример. Сегодня общались в очередной раз с Николаем Зималетовичем Токаевым, Усинск, который говорит о том, что много выпадающих доходов. 300 миллионов теряет бюджет из-за нефти, ситуации с нефтедобычей, с льготами и так далее. И когда начинаем вести разговор о том, а как планируете диверсифицироваться, на что обратить внимание, чем помочь, потому что огромное количество очень проработанных мер, а потом мы приходим сразу, а есть ли специалисты? Важный момент. Традиционные добывающие отрасли, добыча нефти, газа, угля, трансформируются даже в среднесрочной перспективе до неузнаваемости. Европейские страны уже отказываются от углеводородов в пользу зеленой энергии. И добыча ископаемых, которая сейчас приносит почти половину всех доходов в бюджет Коми, согласно прогнозам правительства, будет видоизменена и местами вытеснена более технологичными отраслями. Согласно стратегии, в лесной и добывающей промышленности 96% инвестиций в основной капитал должны будут быть направлены именно на создание и развитие мощностей по глубокой переработке и производству уже готовых материалов. Но это вовсе не означает, что не будет нефтегазовой отрасли. Она будет, просто она будет другой, с высокой долей переработки. Будет нефтехимия, композитная отрасль, будет углепластики, будет голубой водород, получаемый из газа и многие-многие другие составляющие. При этом мы понимаем, что трансформация нефтегазовой и угольной отрасли из просто добывающей в отрасли с высокой степенью переработки – это многомиллиардные инвестиции, требующие не одного года на перестройку. Кроме того, создание одного рабочего места в добывающей отрасли обходится дороже, чем в других секторах экономики, некоторых из которых у нас пока даже не существует. Это, например, аддитивные технологии, кибербезопасность, приборы, машины и судостроение, создание роботизированных комплексов для транспорта и так далее. Стратегия предлагает выделить 3 новых направления в туризме. Туристско-рекреационный кластер с опорными точками в столице, южных и центральных районах, кластер этнографического и водного этнотуризма с опорными точками в Усть-Цильмском и Ижемском районах, а также зону арктического туризма в Воркуте и Инте. Любая стратегия, она решается на местах. И мы, как народные избранники, ставим своей целью донести до каждого жителя республики суть экономических решений, которые представлены или которые разработаны главой Республики Коми, правительством Республики Коми, чтобы получить первое одобрение наших жителей, возможно, критику и, естественно, какие-то конструктивные предложения, которые будут учтены.
Для обсуждения деталей правительство Коми уже проводит стратегические сессии в муниципалитетах с местными депутатами и представителями заинтересованных отраслей, энергетиками, транспортниками, промышленниками и предпринимателями. От того качества проработки муниципальных стратегий, от их включенности в общие цели будет очень многое зависеть. Поэтому думаю, что и депутатский корпус готов принять участие в стратегических этих сессиях. К тому же у нас совместный опыт уже есть. Стратегия не идет в отрыве от развития муниципалитетов. Депутаты Госсовета отмечают, там, где будет экономический рост, будет и социальное развитие. Нужны и особые условия для наших предпринимателей, в том числе и будущих. Поскольку мы живем, условно говоря, на севере нашей страны, и нам необходимы сверхусилия для того, чтобы привлечь сюда и бизнес, не всегда наличие недр под ногами создает возможность для их добычи и привлекательность с точки конъюнктуры. Мы видим за последние годы, как меняется ценник на нефть, на газ и все остальное. Мы должны думать о том, чтобы эти экономические, налоговые условия были мега привлекательными. Пересмотр и диверсификация существующей экономической модели займет время и, очевидно, станет вызовом для народных избранников и властей всех уровней в Коми. Инструменты и цели определены, остается определиться с конкретными шагами на местах. Это позволит доработать стратегию развития региона таким образом, чтобы она стала не только и не столько вектором развития, но полноценным планом действий.